В пригороде Якутска в селе Кильдямсы заработал новый животноводческий комплекс на 400 голов крупного рогатого скота. Молоко будут сдавать на детское питание и в гормолзавод. Основная порода коров в хозяйстве чернопестрая голштинизированная. Результат скрещивания русско-черной пестрой буренки с американскими голштинскими быками, которую впервые завезли в республику из Новосибирска. Эта порода коров отличается высокой молочной продуктивностью. Молочная порода, высокопродуктивная, от 5 до 6 тысяч килограмм в год. В хозяйствах, которых мы покупали, вот Луковское, Пламя, Кировская, Новосибирской области, там у них такая продуктивность была. И по истории, да, 5-6 тысяч литров молока. Жирность тоже, значит, высокая, 3,8 до 4. Ожидаем приблизительно в марте месяце отел. Но это где-то будет не сразу все прямо, но где-то за 2 месяца голов 50, наверное, уже будут доиться. Конечно, будет все зависеть от кормов. Как будем кормить, так будет и молоко. Нам нужны, конечно, для молока нужны сочные корма. Силос, корни-клубнеплоды. Там они питались так. Рацион у них очень насыщенный. Ну, минеральные добавки, естественно, надо. Пока они привыкают к новой ситуации, чтобы не голодные были. Комбикорм даем. По килограмму где-то в сутки. При правильном кормлении буренка может давать от 5000 литров молока в год, потому и рыночная стоимость такой коровы довольно высокая. Живой вес оценивается в 250 рублей за килограмм. Весит буренка в среднем 400-430 килограмм. Следовательно, одна такая корова обойдется как минимум в 100 тысяч рублей. Комплекс имеет все удобства – вентиляцию, газовое отопление, электроснабжение, механизированное оборудование. Все это полностью заменяет тяжелый ручной труд. Работа в современных животноводческих комплексах полностью автоматизирована, начиная от уборки навоза и заканчивая кормлением коров. И даже процесс доения молока сейчас полностью автоматизирован до такого уровня, что можно не только собрать удой, но и узнать каждую родословную коровы и узнать процент жирности ее молока. Дойный цех свою работу начнет в марте месяце, когда начнется отел. Сейчас идет период акклиматизации коров. В комплексе трудится 20 человек. Среди них молодой специалист, инженер-зоотехник Максим Григорьев, который только недавно окончил институт, но свою работу уже знает превосходно. Это у нас доильный зал, здесь происходит доение. Это называется доильная установка «Елочка». А почему она называется «Елочка»? Ну, потому что коровы здесь елочкой стоят. Здесь 8, там 8. А здесь, то есть, получается, 16 коров одновременно? Да, одновременно обслуживает 16 коров. Работает доильный аппарат от вакуума, который подается в пульсатор, преобразующий постоянный вакуум в переменный, и далее передает его в доильные стаканы. Так происходит процесс доения. Для коров эта процедура не вызывает дискомфорта, потому что частота тактов регулируется. Работа доильного цеха контролируется через блок управления в молочном цехе. В компьютер вносятся все данные по корове, ее родословная, удой молока, процент жирности, даже наличие заболеваний. Так что по итогам можно выявить самую высокопродуктивную буренку. Ну, вот это у нас молочная. Здесь стоят молочные танки, автомат промывки. Здесь включается и доение, вот сюда нажимаем, и включается доение, и промывка доильной установки. И молоко, то есть по молокопроводу, вот оно здесь идет, потом по этому шлангу мы его откручиваем, и прямо сюда его помещаем, и молоко попадает сюда, в эти цистерны. Оно заполняется, потом мы закрываем и ставим на охлаждение. А как долго оно может здесь храниться? Пока не заберут, пока не приедет молоковоз и не заберет. Ключевыми проблемами руководитель животноводческого цеха Людмила Захарова и зоотехник Максим Григорьев считают отсутствие сочных кормов, силоса, корнеплодов. Продуктивность коров на 80% зависит именно от кормления. Если в своих прежних животноводческих хозяйствах чернопестрые буренки питались кукурузным силосом, сенажем и зерновыми, отдавая по 6 тысяч литров молока в год, то в условиях комплексов Кильдямсах результаты будут куда скромнее, ведь в рационе у буренок только сено и комбикорм. Об этих проблемах знает генеральный директор Сахаплемобъединения Степана Хлопков, в чье руководство комплекс перешел в августе этого года. По его словам, кормами для комплекса в этом году они не запасались, так что пришлось закупаться ими у других хозяйств, что также повлекло расходы. В этом году мы кормами не запасались. Со следующего года будем иметь это отдельно заготовлять корма. В этом году мы покупали корм на 200 голов, это 400 тонн сена. Еще 300 тонн сенажа покупаем с Намска-Голуса, комбикорм покупаем, поэтому расходы
большие. В итоге затраты комплекса в месяц составят не менее 1 000 000 рублей, без учета кормов. В год выходит около 15 миллионов. Но учитывая, что чернопестрые коровы считаются одними из самых высокопродуктивных молочных пород, выхлоп должен быть. Главное – обеспечить достойное проживание и правильный рацион. Как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, Николай Необутов, Джилустан Трофимов, ЕСЯ.